Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 32. Что означает контики Тура Хейердала? Я знаю слово, которое произносили 20-30 тысяч лет назад. Куда ни кинь, везде татарский, тюркский, тарабарский язык. Даже легендарную лодку, на которой Тур-Хейердал пересек Тихий океан, и которую он называл на индейском языке майя контики, звучит совсем неприлично по-тюркски. Кон означает солнце на языке майя, а на тарабарско-татарско-тюркском языке кын означает день. Без солнца дня не бывает. В древнетюркских текстах кын, кун также означает солнце. Тики – это бог, предводитель на языке майя. Така в тарабарско-татарском языке означает тоже предводителя, то есть барана. А тюркско-татарское слово баран в том же значении, но только мужского пола, за кем ходит стадо. Предводитель стада така. Есть довольно-таки популярная песня на тарабарско-татарском языке. Саумы хаяш, саумы ирта и сенма дилер. Так вот, я эту песню иногда про себя пел в молодости. Выходишь утром в ауле на крыльцо, и навстречу тебе солнце. Саумы хаяш, значит, здравствуй, солнце. Ну что ж, саумы кын, что означает то же самое. Внутри у меня что-то тает, когда я произношу это слово кын, кын, кын. Я улыбаюсь. Про себя, конечно. Я вроде знаю слово, которое произносили, может быть, 20 тысяч лет назад. И у нас, и в Древней Америке. Это у меня фантазии. Некоторые особенности русского и тюрко-татарского языка. Хранится у меня вырезка из одной газеты, как раз об особенностях русского языка. Прочитаю эту заметку. Так получилось, пишет автор этой газетной заметки, так получилось, что муж у меня иностранец и по-русски не говорит. Общаемся с ним на английском. Он, конечно, временами пытается учить русский, преодолевая ужас перед его недостижимостью. Я как могу стараюсь ему помочь и объяснять все просто и на доступных примерах. Великий и могучий, правда, и не думает сдаваться, и строит все новые козни. В скобках заметим, от тюркско-татарского кадя козни. Освоили мы счет 1, 2, 3, 4. И вот решил он попрактиковаться. Как раз место удобное подвернулось, магазин. Я взяла коробочку на полдюжины яиц и стала ее наполнять. Он, видя это, радостно сообщает: 1 яйцо. Я мягко поправляю: 1. Про средний род он уже в курсе. Послушно повторяет: 1 яйцо. И жарит дальше: 2 яйцо. Я говорю: 2 яйца, а также и 3, и 4 яйца. Так уж получилось. Правило такое. Он повторяет: 1 яйцо, 2 яйца, 3 яйца, 4 яйца. Вижу, что опять надо встревать. Сразу предупреждаю: а вот 5 яиц и 6 яиц. Последовал страдальческий вздох. Однако коробочка уже полна. Дальше можно не считать. Он берет ее, показывает мне и заключает: это яиц. Я: это яйца. Выражение полной растерянности на лице и закономерный с точки зрения иностранца вопрос: ну их же 6. Вот такая газетная вырезка. Автора не знаю, какая была газета, не знаю, просто вырезал и положил в папку.
чтобы вы, наконец, хотя бы чуть-чуть от тюркско-татарского чут поняли разницу между великим могучим русским языком и нашим совсем уж не историческим и отсталым тарабарским. Я тоже пример привожу на примере яиц. Итак, по-татарски, по-русски, смотрите таблицу. Бір емырқа – одно яйцо. Ике емырқа – 2 яйца. 3 емырқа – 3 яйца. 4 емырқа – 4 яйца. 5 емырқа – 5 яиц. 6 емырқа – 6. 6 яиц. 7 емырқа – 7 яиц. 8 емырқа – 8 яиц. 9 емырқа – 9 яиц. 10 емырқа – 10 яиц. Емырқалар – яйца. Вам не кажется, что тарабарский само совершенство? Он в языковом отношении похож на арабские цифры и на самую совершенную десятичную систему исчисления. Ну, конечно, свое хвалить нехорошо, потому что для всех, наверное, самый совершенный язык – это родной язык. Но все же, давайте в 21 веке живем, поставим некоторые точки над «и». Только с такой целью. Надо же в конце концов понять-то, как языки происходили, совершенствовались, развивались. Опять чурки. Чересчур. Тарабарский язык, в кавычках тарабарский, древнее многих действующих и древнее даже уже мертвых, несуществующих языков. Это уже чересчур. Уймись ты со своим тарабарским. Спасибо, господин бывалый, за слово «уймись». Это слово происходит опять от тюркско-татарского «ую», то есть «отрезать». Так вот, чур, чересчур. Странное слово, однако, для русского языка. Чурки, дай ему в морду кулаком. Осмелюсь доложить, господин бывалый, даже слово «кулак», между прочим, происходит от тюрко-татарского «кул» – рука. Так что бесполезно даже кулаками махать. Чурки. Иногда так говорят те, которые забывают смотреть в зеркало на свои глаза, нисколько не утруждая себя мыслями о том, что несколько поколений назад они были мордвой, удмуртами, муромой, эльзе, узбеками, таджиками, татарами, якутами, калмыками и, наконец, даже горцами. Все мы чурки, скажем, перефразируя Ильфа и Петрова. Надо только чаще, в скобках ешь, чаще, по-русски ешь, 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 часто, смотреть в зеркало, жаль, от тюркско-татарского жаль, жалляу. Мы так редко это делаем. Биг жаль, жаль. Нужда заставляет говорить эти вещи. Нужда в том, что российский народ не знает своего происхождения. Да, нужда. Большая она эта нужда. У татар есть слово очень похожее. У нас это слово звучит чуть-чуть по-другому. Нужа. Но смысл тот же. Так вот, некоторые утверждают, что тюркские слова в русском языке заимствованы не во время Киевской Руси и даже не во время иго монголо-татар, в кавычках возьмем это слово, а гораздо раньше. Кстати, насчет иго, которое мы взяли в кавычки. 250-летнее ясачное, что означает налоговое управление монголо-татар, которое и нынче, монголо-татар тоже в кавычках, которое и нынче применяется во всех странах и континентах, оно самое современное нормальное управление, и альтернативы этому в арсенале человечества пока просто нет. Так что безграмотные кочевники-тюрки и в этом вопросе оказались впереди планеты всей. Они не морочили от тюркско-татарского моряка в том же значении. Не морочили голову людей.
ни крепостными правами, ни барщиной, ни оброком, ни опричниной, как не в меру цивилизованные в кавычках народы, которые даже вроде и не кочевали, а сидели на одном месте, но до таких простых истин своим умом не доходили. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.